В эфире новости на телеканале «Якутия-24». В студии Надежда Саханская. В начале о темах этого выпуска. Рожденные в эпоху ковида. В республике принимаются меры по переводу беременных работниц на удаленный режим работы. Все идет по плану. Жилищный фонд республики полностью готов к отопительному сезону. Все для науки. В Северо-Восточном федеральном университете появилось новое оборудование. Расскажем об этом более подробно. На 23 сентября выявлено 190 новых случаев коронавирусной инфекции. Так, в столице республики зафиксировано 117 случаев. В Татинском и Мегино-Кангаласском районах по 9 заболевших. 6 случаев в Нерюнгринском районе. По 5 в Ленском, Сунтарском и Усть-Алданском. По 4 в Намском, Хангаласском и Чурапчинском. От 1 до 3 случаев заражения также зафиксировано в 14 районах Якутии. Министерство труда и социального развития республики рекомендует работодателям организовать беременным дистанционный режим работы из-за риска заражения коронавирусом. Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения отнесла беременность к состояниям здоровья, при которых повышен риск тяжелого протекания COVID-19. Отметим, что в республике, согласно указу главы Якутии от июля 2020 года, работодателям рекомендуют переводить на удаленный режим работы беременных женщин и сотрудников старше 65 лет, имеющих хронические заболевания и состояние иммуносупрессии. Покосившиеся стены, шаткие полы, темень и теснота. Ветхое деревянное здание врачебной лаборатории села Улахан-Ан Хангаласского района было построено в 80-е годы прошлого века. Сейчас во врачебной амбулатории работает 6 медицинских работников. Они следят за здоровьем местного населения села, где проживает более 900 человек, из них 200 детей. Проводят профилактические мероприятия, в том числе вакцинацию против ковида. Но в больнице отсутствуют условия и для больных, и для работников. А строительство новой модульной больницы было запланировано в 2021 году. В связи с отсутствием финансирования строительство перенесли на ближайшие годы. То есть мы должны найти инвестора. Инвестор за своих средств должен построить врачебную амбулаторию. И из средств ОМС это должна была производить в течение 3 лет. Да? Вот такой у нас договор был. Но из-за отсутствия средств ОМС денег нам не хватило, как нам объяснили. Амбулатория будет строиться в Улах-Анской, селе Улахан-Ан, и здание скорой помощи. Наша амбулаторию планирует в следующем году. Хочется, чтобы и школа у нас 1971 года постройки, да, и здание амбулатории 80-х годов. Хотим, да, в том году, чтобы нам построили, вернее, будем добиваться, чтобы нам построили амбулаторию, здание амбулатории. Жители 13 районов республики, пострадавших в результате лесных пожаров, вылетели на санаторно-курортное лечение в Тюмень. Они пройдут лечение в реабилитационном центре «Тараскуль». Путевки в санаторий предоставлены Фондом социального страхования Российской Федерации. Проезд обеспечивается за счет государственного бюджета Якутии. Всего из сел Якутии, которые пострадали от лесных пожаров, в федеральные реабилитационные центры выехало 449 граждан. Специалисты отмечают, в последние годы в России увеличивается количество граждан, страдающих деменцией. Между тем, в республике насчитывается более 230 тысяч жителей пенсионного возраста, группы, находящиеся в зоне риска и, как правило, страдающих различными заболеваниями. Для того, чтобы выявить нарушение работы мозга в ранней стадии, в Якутске заработал кабинет памяти. Это проект республиканской больницы номер 3. Попасть на прием к врачу можно по направлению от специалистов, терапевта или невролога. При этом показанием к посещению кабинета может стать и обычное ухудшение памяти и внимания. Помощь в реабилитации специалисты проекта оказывают и тем, кто перенес COVID-19. Причиной когнитивных нарушений могут быть разные заболевания, начиная от тревожно-депрессивных состояний, заканчивая деменциями. За последнее время и очень много обращений со стороны людей, в том числе и от молодых, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Они тоже отмечают у себя когнитивное снижение, снижение памяти, внимания. Когнитивное снижение после коронавирусной инфекции – это состояние временное, и оно развивается не у всех людей.
Готовность объектов топливно-энергетического комплекса к зиме составляет 100%. Жилищный фонд также полностью готов к отопительному сезону. Об этом сегодня проинформировали на заседании штаба под председательством Дмитрия Садовникова. О готовности коммунальных и теплоэнергетических организаций на местах отчитались руководители районных филиалов. В целом больших отставаний от плана не наблюдается, но в то же время есть вопросы с аварийными ограничениями. Как отметили на заседании, для устранения возникших ситуаций принимаются соответствующие меры. По части обеспечения топливом северных районов на сегодняшний день от запланированного объема отгружен 91%, то есть 514 тысяч тонн топлива. Оставшуюся часть должны довести в октябре текущего года. Для муниципальных образований не позднее 15 ноября. Восстановление по основной схеме электроснабжения линии 112, это Чурапча-Хандага. Осталось восстановить несколько опор. Плановые работы планируется завершить в ближайшие дни для того, чтобы обеспечить электроснабжением потребителей Тампонского района по постоянной схеме электроснабжения. Напомню, сейчас потребители по 112 линии обеспечены от резервных дизельных электростанций. Ограничения в теплоснабжении, в электроснабжении, в водоснабжении на текущий момент на территории республики не зафиксированы. В Покровске до конца года планируют завершить строительство 3 многоквартирных домов по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Все 3 дома возводятся вдоль центральной улицы города, улицы братьев Ксенофонтовых. О ходе строительства домов узнала наша коллега Виолетта Засимова. Из 3 строящихся домов ближе всего к завершению дом по улице братьев Ксенофонтовых, 27, расположенный через дорогу от мэрии. Его готовность оценивается 85%, и ввод в строй планируется уже через месяц, 20 октября. Осталось кровли закрыть и фасад докончить, и благоустройство. И потом 1 октября планируем запустить тепло. Сантехника делаем, и потом уже чистая отделка внутри дома. Дом по братьев Ксенофонтовых, 27, состоит из 1-, 2-, 3-комнатных квартир. Сюда переселят 29 семей. Готовность следующих 2 многоквартирных домов по улице братьев Ксенофонтовых, 98 и 102 оценивается 82 и 83% соответственно. Эти дома строит компания «Промстрой». В одном из них будут только однокомнатные квартиры, в другом только 2-комнатные. Сейчас ведутся работы, черновую отделку закончили, и сейчас начинаем чистовую отделку. И вот наружную отделку фасада заканчивают, и кровлю тоже начали. Со следующей недели должны начать по благоустройству. Прилегающей территории. Да, ага, проезды, площадки. То есть оба дома идут параллельно? То есть, да, они почти чуть-чуть. Где-то там в чем-то другая, там чуть-чуть остается, а в чем-то другая. В эти 2 дома до конца года должна переехать 51 семья. Это очень радостное событие, что у нас переселение идет хорошими темпами. На сегодняшний день в городе Покровске также есть участки под строительством многоквартирных жилых домов. Есть потенциальные застройщики. Я думаю, и в последующих годах у нас темп не снизится. Напомним, сейчас идет реализация 2-го этапа программы переселения из ветхого и аварийного жилья, согласно которой свои жилищные условия должны улучшить жители домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. 27 сентября отмечается День государственности Якутии. В этот день общественность и руководство региона ежегодно возлагает цветы к памятникам выдающимся деятелям республики. И один из них – памятник поэту Платону Аюнскому, возведенный еще в 2003 году, который начали реставрировать только сейчас. Это связано с тем, что в настоящее время памятник находится в республиканской собственности, и балансодержатель постамента еще до сих пор не определен. В предыдущие годы ежегодные различные виды работ проводились за счет субботников или за счет безвозмездного пожертвования со стороны Саха-театра. Все ремонтные работы планируется завершить 25 сентября.
Сахатеатр время от времени ремонтировал субботниками, где-то даже шел на нарушение, поскольку памятник не стоит на его балансе, то Сахатеатр не мог ремонтировать его за счет бюджетных средств. И если такие случаи возникали, то театр штрафовали, он даже оплачивал штраф за то, что ремонтирует памятник. И этот вопрос поднимали деятели культуры на встрече с кандидатом в мэры города Якутска Евгением Николаевичем Григорьевым, и он поддержал наших деятелей культуры и собственно, дал поручение службе городского хозяйства отремонтировать постамент. Мы планируем, что после ремонта, качественного ремонта постамента, памятник перейдет все-таки в городскую собственность. Фонд развития Абу-Даби из Объединенных Арабских Эмиратов безвозмездно передал научно-лабораторное оборудование стоимостью $500 тысяч для развития совместного проекта с Северо-Восточным федеральным университетом. Обновленная лаборатория поможет якутским биологам более углубленно изучать молекулярно-генетический анализ древних животных, а также их клонирование. В новой лаборатории побывала Ульяна Шагина. Возрождение мамонта и других ископаемых животных. Именно так звучит совместный проект якутских и корейских биологов, которые с недавнего времени переехали в Абу-Даби и именно оттуда ведут всю научную деятельность. Я очень рад, что наш фонд развития Абу-Даби начал сотрудничать с Северо-Восточным федеральным университетом в России. Надеюсь, что мы начнем совместное изучение ископаемых животных, будем обрабатывать полученную информацию и в ближайшем будущем сможем рассказать о каких-то интересных результатах исследований. Из-за ковида многие совместные планы были отменены, но быстро наверстываются, ведь теперь для работы есть все необходимое. Это различные инкубаторы газовые, микроскопы разные, боксы биологической безопасности, ну и общелабораторное оборудование. Один из новых лабораторных гаджетов – инвертированный люминесцентный микроскоп. Он системой визуализации, с помощью которой в режиме онлайн можно наблюдать за движением различных клеток. Пока что все оборудование окончательно не установили, но, как говорят сами ученые, как только здесь начнет все работать, якутские ученые смогут даже заниматься клонированием животных. В последние годы в Якутии обнаружено очень много находок с мягкими тканями ископаемых животных мамонтовой фауны. Одна из них – туша древнего жеребенка, обнаруженная в Верхоянском районе. Раньше для детального изучения ископаемого приходилось отправлять его в Южную Корею, так как возможности якутской лаборатории были ограничены. Объекты мамонтовой фауны являются культурной ценностью. Их очень трудно вывозить на исследование за рубеж. Нужно оформлять экспортную лицензию. И за время, когда оформляются документы, проходит очень много времени, и просто-напросто материал портится. Новым возможностям рады и аспиранты. Если они раньше занимались в основном генетикой, то теперь начнут подробнее изучать клетки древних животных. Ну да, планирую работать с клетками. Хочу научиться работать на микроманипуляторе, именно с переносом ядра. С помощью новых оборудований появилась и возможность заниматься именно клетками. Помимо лаборатории, на грантовые деньги закуплена интерактивная техника, современный аудиогид и оборудование для экспедиций для музея мамонта. Выделение Северо-Восточному университету грантовой субсидии – первый случай в России оказания финансовой поддержки Фондом развития Абу-Даби. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск. К этой минуте у меня все. Мы продолжим говорить о новостях на телеканале Якутия-24. Оставайтесь с нами.